Улады Беларусі любяць хваліцца бясплатнай медыцынай, новымі шпіталямі і кардыялагічнымі цэнтрамі. Гэта праўда, яны ёсць. Аднак паводле новага незалежнага даследавання беларусы паміраюць ад хваробаў сэрца і судзінаў часцей не толькі за жыхароў еўразвязу, што мы ўжо прывыклі, але нават за расейцаў. Чаму так адбываецца? Ну, паводле дадзеных даследаванняў, у 2021 годзе смяротнасць ад сэрцава-судзінных захворванняў у Беларусі склала 467 чалавек на 100 тысячаў насельніцтва. Гэта больш як удвая вышэй за польскі паказнік і ў 3,5 разы вышэй, чымся ў Нямецчыне. Пры гэтым праблема не толькі ў высокай смяротнасці. Аўтары даследавання адзначаюць вялікія адрозненні паміж рэгіёнамі і недаступнасцю часткі сучасных метадаў лячэння. Гэтак у мінулым годзе толькі каля 2/3 беларускіх пацыентаў з інфарктам атрымалі высокатэхналагічную дапамогу, якая ў краінах еўразвязу ўжо даўно лічыцца стандартам. Так, мы толькі не пазначылі, што даследаванне правялі лекары з ініцыятывы «Белыя халаты». Гэта беларуская такая ініцыятыва. Ну, а з намі на відэасувязі цяпер знаходзіцца Станіслаў Салавей, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. І мы так разумеем, таксама адзін з удзельнікаў ці аўтараў гэтага даследавання. Вечар добры вам, спадар Станіслаў. Добрый вечар. Вітанне. Так, пачнем, можа, з першага пытання, вось якое мы і агучвалі так, падчас і анонсу гэтай тэмы. Нібыта і сапраўды гэтыя кардыялагічныя цэнтры з'яўляюцца. Вось нядаўна ў Лідзе адкрылі, так, толькі за апошнія гады некалькі адкрылі цэнтраў, і не толькі ў абласных цэнтрах, так. Але мы застаемся адным з лідараў па смяротнасці, па сэрцу. Можна неяк для нашай аўдыторыі так акрэсліць прычыны, чаму так? Выбачаюсь, перейду на российскую, так будет чуть быстрее. Проблема в том, что, с одной стороны, да, у нас действительно строится большое количество кардиологических центров, это хорошо, в них ставится современная аппаратура, возникают вопросы по количеству расходных материалов, но это мы еще в процессе изучения, и возникают вопросы со скоростью попадания человека с инфарктом в данный центр. То есть, если посмотрим правило условного золотого часа, то есть в Европе 95% пациентов попадают в больницу с инфарктом в первый час, и можно максимально качественно помочь. В нашей стране по официальной статистике около 60%. Плюс, что еще что более нас смущает и вызывает вопросы, это статистическое расхождение. То есть, если посмотреть статистику, то получается кардиологическая разница между пациентами в Бресте и в Гомеле почти в 4,5 раза. Для Беларуси это объяснить никак, кроме некорректной статистикой, невозможно. Соответственно, можно вспомнить просто ковид, когда большинство смертей списывались на сердечно-сосудистые заболевания. Это делает невозможным хороший анализ, и действительно ли причина только кардиологическая или просто в одну из областей туда же уходила, например, неврологическая, потому что было такие целевые показатели достигнуты. То есть невозможно что-то планировать, невозможно улучшать систему здравоохранения, если нет понимания, что происходит на местах. В Беларуси, к сожалению, полностью отсутствует обратная связь между больницами, поликлиниками и министерством, и чиновниками, скажем так. Спадар Станіслаў, от я тады зачаплюся за першую лічбу, якую вы сказалі, што 60% толькі беларусу пасля інфаркта даязджаюць да медычнай дапамогі. Чаму так мала? Это пытанне хуткай дапамогі? Уточним. Як? Доезжать в течение первого часа от момента первых симптомов. Вось. То бок это праблемы інфраструктуры, звязанай з дастаўкай, так? То бок хуткія дапамогі ці са зваротамі з боку насельніцтва? Что они просто не звертаются. Это основная проблема здесь. Понятно, что есть люди, которые могут не распознать симптомы инфаркта, могут вернуться позже, но это вот эти те 5%, которые есть в Европе. В Беларуси основная проблема, что, к сожалению, из-за того, что мы можем вызвать скорую помощь, потому что у нас там подскочило давление, или у ребенка там температура 38, именно из-за этого скорая может приехать позже на инфаркт и, соответственно, потерять время. И из-за этого у нас не хватает ресурсов у системы обеспечить действительно санавиацию, в которой есть вертолеты. То есть если вы живете в польском городе недалеко, в немецком, от больницы крупной, то вы прекрасно видите почти каждый день полеты вертолетов, которые действительно доставляют пациентов. Скорость – очень важный момент. Несмотря на то, что Беларусь довольно компактная, у нас хорошая сеть дорог, и в целом больница находится недалеко, но, условно говоря, там с Брагина доехать до Гомеля или до Мозыря – это не 15 минут. Для этого и существует во всем мире авиация, но она требует ресурсов, которые в нашей стране есть, но они тратятся
на скорую помощь, которая сведена до уровня службы социального такси, которая выполняет задачи скорой помощи, условно говоря, там, в 10% или там, около того, так вот, если на глаз судить. Спадар Станіслав, ну гэта калі параўноўваць вось менавіта смяротнасць, то тады можна гаварыць пра эфектыўнасць працы медыкаў, інфраструктуры медычнай, але ці можам мы гаварыць таксама пра такі фактар, які прыводзіць да гэтай смяротнасці, гэта колькасць вось гэтых інсультаў, інфарктаў, ці ёсць такія дадзеныя? Магчыма, у Беларусі іх там, напрыклад, у 5 разоў больш, а таму адпаведна матэматычна іх і больш прыводзіць да смерці, альбо там не такі вялікі фактор уплыву? Скажем так, это большой труд многих людей, этот доклад, и эти данные были выровнены. То есть они пересчитаны, условно говоря, там, на 10 тысяч человек. То есть это примерно соотношение болезни, оно примерно одинаковое. Да, будет разница по возрасту, белорусы могут болеть больше в связи с употреблением большего количества алкоголя, в связи с курением, но опять-таки это тоже от зоны ответственности государства, потому что должна быть антиалкогольная кампания, а не наоборот, и борьба с употреблением табака, а не наоборот. То есть это отдельная проблема. Но здесь проблема в первую очередь логистическая, инфраструктурная. 60% это отмечено в открытом отчете кардиологической службы, попадает только в течение первого часа. Вот это проблема. Пока это не будет решено, соответственно, будут худшие показатели. Плюс вопрос, я очень надеюсь, что данные будут обработаны в ближайшее относительное время, вопрос количества расходных материалов. Можно с помпой построить больницу, можно открыть, поставить классную аппаратуру, но если не будет большого количества, нужного количества расходных материалов, тех же стентов и прочее, то вопрос эффективности этих аппаратов становится ребром. Можно привести пример с большим количеством аппаратов КТ, которые были установлены, но до сих пор добиться выполнения КТ с контрастом при онкологических заболеваниях очень сложно, если и только в суперспециализированных центрах. А это очень сильно снижает эффективность методики. Яшчэ адзін фактар, который вы, ў прынцыпе, ўжо нават згадалі на пачатку нашай размовы, геаграфічны фактар. Вы гаварылі пра розніцу берасцейская, гомельская вобласці. А што наконт вялікіх гарадоў і маленькіх мястэчак і вёсак? Таму што ўсе мы ведаем сітуацыю, калі у невялічкіх населеных пунктах папросту няма ніякіх лекараў увогуле, альбо ёсць там ветэрынар, нейкі фельчар, і ўсё. І людзі з любымі хваробамі вымушаны ехаць у вялікія гарады, займаць там чэргі, и так далее. То бок, вот гэты фактор, он так само уплывае, альбо не уплывае? Вы подняли довольно тяжелый вопрос. С одной стороны, действительно, в Беларуси относительно, как и в многих странах Европы, тяжело в небольших городах обеспечить адекватную медицинскую помощь. Только белорусские власти пошли по очень неприятному сценарию. Они очень быстро готовят медиков к самостоятельной работе. То есть, если мы говорим про кардиолога, то польский кардиолог будет иметь почти 5 лет после дипломной подготовки, белорусский кардиолог год. А если вот это было терапевтом, то вообще может быть 1 месяц. И от него требуют той же эффективности, что и его польский коллега в плане знаний, в плане умений. Он будет стараться, но вопрос опыта, вопрос знаний. Второй момент. К сожалению, маленькие больницы несут пациенту больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для любого пациента приятнее иметь больницу в родном городе, чтобы если бы нужно было идти в больницу, он бы оказался в своем городе, мог легко вернуться на общественном транспорте, а не потом искать транспорт, доехать, условно говоря, там, из Мозыря в Речицу вернуться. Но маленькая больница не может обеспечить полноценный цикл лечения пациента. Там не может быть всех нужных расходников, там не может быть достаточного опыта у персонала, потому что если в этой больнице, к примеру, малое количество хирургических операций, потому что просто маленькая больница, то хирург теряет квалификацию. Поэтому весь мир и идет по пути укрупнения. Больница должна быть автономной, и в ней должна быть вся необходимая аппаратура. Не может быть больница, в которой нет, условно говоря, аппарата КТ, принимать пациентов с подозрением, даже с минимальным на инсульт, потому что если это подозрение, и чтобы это опровергнуть, нужно КТ. И вот попадание в такие небольшие больницы тоже будет иметь влияние. К сожалению, оценить это по тем данным, которые у нас есть, невозможно. И вот та же причина, что мы говорили между больницами, между районами, областями даже, у нас разбежка в 4,5 раза, с учетом белорусской географии. Стоит понимать, что эти отчеты не несут полностью правдивой информации. И проблема в том, что как мы можем оценить, насколько хорошо или плохо на районном уровне, если мы не можем доверять этой статистике, потому что она директивная. План будет исполнен.
Так, это калі казаць пра статыстыку. Ну, у нас еще тут 2 хвіліны застаецца літаральна на размову, але вось я толькі хацеў удакладніць і яшчэ одно пытанне задаць. Вось вы таксама пішаце, што 68% пацыентаў, которые ўжо прайшлі праз інфаркт, у Беларусі не могуць атрымаць сучаснае высокатэхналагічнае лячэнне. То бок это тыя, которые ўжо даехалі там пасля гадзіны, там ці неважна, калі пасля інфаркта. І это вось таксама праблема толькі лагістыкі. Ці, напрыклад, прыватная бы медыцына тут могла бы трошки, так, што ёсць вот дзяржаўныя, але вы можаце і прыватна таксама. Ці ў чым тут проблема? Надеяться в то, что частная медицина или страховая медицина сама по себе, вот мы скажем, она появилась, и она все исправит. Нет, это так не работает. Кардиологическая помощь, как и любая высокотехнологичная, она дорогая, и тут вопрос наличия хорошей логистики, наличия расходников, наличия персонала, который знает, что делать отработанного, и наличие возможности пациенту попасть. Если мы говорим про варианты скажем так, адекватно работы связка государственной и частной. К примеру, в Литве есть, ты можешь сделать операцию в частной клинике, и ты за это ничего не платишь. Это оплачивает государство с твоих же налогов. А в Беларуси мне говорят, что давайте сделаем просто поставим частную кардиологическую клинику, и если у тебя есть деньги, ты приезжаешь и лечишься, это не сильно изменит ситуацию. Поэтому частная медицина не является панацеей, является, как минимум, мы должны понимать истинную статистику, и как минимум врачи должны быть развязаны руки, и у пациентов говорить о проблемах, а не выполнять все распоряжения чиновников, показать, как у нас все хорошо, отчитываться, но при этом, почитая доклад кардиологов, они это понимают, они про это пишут, и они про это бьют тревогу. Но они не могут говорить о проблемах публично, что у нас проблемы. Они обязаны хвалиться, иначе полетят головы. Мы уже помним про дело кардиологов, про дело травматологов, а дело кардиологов началось с того, что пациентам говорили, что вот данное лекарство или данная аппаратура поможет нам, вам лучше помочь, но, к сожалению, вы должны купить это сами. Спадар Станіслав. И за это люди полетели в тюрьму. Спадар Станіслав, на 30 секунд адказ, калі можна, так, да хвіліны. Дык што тады беларусам рабіць? Мы ўжо зразумелі, што трэба імкнуцца патрапіць на лекара правільнага, там, падрыхтаванага прафесіянала цягам гадзіны пасля інфаркта. Але калі казаць пра лад жыцця беларусаў, пра што Валера закранаў, так, і што вы таксама казалі, што, магчыма, і лад жыцця яшчэ ў беларусаў спецыфічны. Што нам трэба лепш ці больш ці менш рабіць? Только 10% продолжительности жизни влияет от медицины. Все остальное влияет генетика, питание, экология, здоровый образ жизни. Поэтому не курить, не пить, а вообще в принципе не пить, по возможности заниматься спортом. Этого будет достаточно, чтобы снизить вероятность попадания с инфарктом в любую из больниц. Лучше это предотвратить, чем не предотвратить. Измерение артериального давления тоже вещь полезная, как и контроль уровня сахара, условно говоря, в 40 плюс лет, если это очень быстро, очень сжатый по головам.